Студенты-переселенцы могут бесплатно учиться в вузах и не платить за общежитие. В мае прошлого года парламентарии изменили несколько законов, чтобы предоставить молодым людям из Крыма и Донбасса это право. Вот только воспользоваться им невозможно. В украинской Хельсинской группе уверены, единственный способ изменить это – судиться с Кабмином. Студенты первого курса юрфака Таврического национального университета на лекции по истории государства и права изучают авторитарный строй. Они, как и все первокурсники Таврического национального, учатся на бюджете. Остальные за учебу и общежитие платят. В университете не отказывают им в праве на льготы, но выполнить закон не могут. Непримиримую позицию занимает Министерство финансов, которое отвечает: денег нет. Мы вам выделить их не можем. За 1,5 года действия поправки к законам Кабмин Украины не разработал механизм их выполнения. В украинской Хельсинской группе по правам человека предлагают судиться с правительством. Для того, чтобы заставить Кабинет министров разработать этот закон, было бы очень неплохо, чтобы студенты все-таки воспользовались тем алгоритмом, который мы предлагаем. Юристы советуют сначала потребовать господдержку от вуза, получив отказ, сообщить в Кабмин об убытках, потом обращаться в суд. Так поступил крымчанин Алексей Щекун. Во время аннексии он приехал учиться на материк. Во Львовском государственном университете внутренних дел, куда он поступил, ему отказали в бюджетном месте. Ми підійшли до декану університету з проханням і спеціально ще писали заяву. Зареєстрували в канцелярії, щоб розглянули і надали бюджетне місце. Ну, вони відмовили, оскільки не було передбачено надання таких коштів, щоб можна було оплатити моє навчання. Сейчас Алексей на 4-м курсе. Суд еще не определил дату рассмотрения его иска. Студент понимает, что может закончить обучение раньше, чем завершится суд. Це доволі велика сума. Виходить за навчання тільки в рік 15 тисяч і гуртожиток приблизно 5 тисяч на рік. Коли наша сім'я взагалі переселилася сюди, на материкову територію приїхала, ніякої підтримки з боку держави взагалі не було. Тобто мої батьки самі все як стали тут на ноги. По суті, з цього спочатку прийшлося починати. І тому виплачувати ще моє навчання, це дуже тяжко. Не обещают быстрого результата и в украинской Хельсинской группе. Пока на их счету одно выигранное дело. Правозащитники уверены, чем больше студентов подаст иски, тем больше шансов на успех. Роман Спиридонов, Ислам Пенкальдер Исматов, Заман, АТР.